Хочу обратиться к видеоблогеру из Азербайджана, которого зовут Ислам Гусейнов, той женщине, которой якобы ты хочешь помочь. Первое. Почему ты не выходишь на связь? Это раз. Мы с тобой общались. Ты мне сказал, что ты в скором времени поедешь в Питер. Но так как карантин, ты боишься выйти из дома, то, что тебя оштрафуют, то, что вдруг тебя поймает полиция там, и так далее. Но недавно вышел твой ролик, где ты на улице. Ты опять снимаешь ролики про таджиков, про узбеков. Сними ролик про свою нацию. Я как бы не имею ничего против, но почему ты только вот о таджиках и узбеков снимаешь? Сними, как ловят полиция азербайджанцев, ну или там других национальностей, неважно. Но суть не в этом. Суть в том, что ты выходишь на улицу, но ты говоришь, что ты не можешь поехать в Питер. Ты можешь заказать такси, но суть не в этом. Ты сказал, что поедешь в Питер и все узнаешь сам лично, встретишься с ней, пообщаешься, что там да как, врет она, не врет, и потом ты вручишь ей деньги, которые тебе скинули на карту. Таджики, узбеки, неважно, там, может быть и азербайджанцы, может быть и там армяне скинули, ну как бы не суть, да, то есть ты собрал деньги, ты должен ей отдать. Но ты мне сказал, что вчера, вот ты мне написал, вот скриншот нашей переписки, ты сказал, что не хочешь ей отдавать деньги, а раздашь возле мечети. Но как мы знаем, мечети закрыты. Даже если бы они были открыты, ты бы раздал, да, там кому-нибудь, да. Но зачем раздавать возле мечети, если ты знаешь, что вот этой женщине нужны деньги? Да, ее мама, ее там родственники тебе написали, что она ни в чем не нуждается, она врет. Я тебе уже объяснил про эту ситуацию, то что ее родственники, ее там родители, грубо говоря, они постеснялись, что она сделала такое обращение, вот, и поэтому они как бы соврали, что она ни в чем не нуждается. Она на самом деле нуждается. Я тебя прошу, сделай ролик, где ты покажешь скриншоты со своего Сбербанка, где даже можешь просто выписку из банка сделать, это как бы не проблема. Смотри, берешь, сделаешь скриншот с того дня, когда ты выложил ролик, и до того времени ты закрыл сбор, до того времени, как ты удалил ролик. Сколько ты собрал денег? Покажи людям. Объясни, потому что дело доходит до Зелимхана, до каких-то людей. Люди хотят к нему обратиться. То есть ты себе делаешь хуже, но ты даже мне не отвечаешь на сообщения. Мы с тобой нормально пообщались. Ты сказал, что ты поедешь, но из-за карантина ты не можешь ехать, да? Но смотри, я тебе что скажу. У тебя есть какое-то количество денег на этой карте, которые тебе скинули, да, для нее. Ты можешь из этих денег, мы тебе даже позволим потратить на такси, потратить билет на поезд, на Сапсан, да, там ехать 2 часа, 3 часа до Питера. Потом выйти с поезда, заказать такси на эти же деньги и поехать до нее, до ее адреса. Там с ней встретиться. Все расходы можешь вычитать вот из этой суммы, которую ты должен ей отдать, понимаешь? То есть ты можешь со своего кармана ничего не потратить, взять сумму оттуда же, вот. То есть ты можешь даже просто вызвать такси, сесть в такси около своего подъезда, то есть никуда не идти, полиция не ждет около твоего подъезда, не караулит, да? Просто выйти с подъезда, сесть на такси, поехать до вокзала, сесть на Сапсан и доехать до Питера. Вот и все, тут нет проблемы, чтобы докуда-то доехать, главное желание. Мы с тобой вчера нормально пообщались, но ты меняешь свое мнение уже 2-3 раза. Мне ты сказал, что ты поедешь в Питер, разберешься, из-за карантина ты не сможешь, но вот я тебе вот советую вызвать такси, сразу купить билет онлайн и так далее, да. Но смотри, потом ты написал ей, что ты скинешь ей 15 тысяч, ты скинул 15 тысяч и попросил снять ролик с благодарностью, типа вот всем спасибо, что вы мне отправили деньги и так далее. Вот. И третье, то, что ты вот также поменял мнение. Ночью ты мне написал, что ты не хочешь ей отдавать денег, потому что ты ей не веришь, потому что якобы она врет, возможно. Но смотри, я не знаю, сколько ты собрал денег, но эти деньги, во-первых, они не твои, а во-вторых, почему ты не можешь просто расстаться с этими деньгами? Отдай их и все, ты же их как бы не заработал там трудом, да? Эти деньги по факту и по сути это ее. Ты выложил ее лицо, ее обращение, и ты собрал деньги. Понимаешь? Если ты эти деньги раздашь кому-то, ну там, допустим, возле мечети, неважно где, да, эти деньги, по сути, хотели, чтобы достались ей. Поэтому я тебя прошу, по-братски, сними ролик с объяснением, покажи, вот столько-то денег люди скинули, минус 15 тысяч, столько ты должен ей отдать. И как я уже говорил, то, что вот ты боишься выйти из дома, поехать в Питер, вызови такси, приедет такси вот прям к твоему подъезду, сядешь, до вокзала доедешь, оттуда уже можешь также заказать такси до ее дома, прям с вокзала. Ты можешь не встретиться с полицией, понимаешь, как бы, вот и все. Как бы не вижу проблем. Доедешь до нее,
пообщаешься с ней, удостоверишься, что все верно, она тебе не врет, и отдашь ей деньги. Если у тебя будут сомнения, снимешь рядом с ней видео, скажешь, вот она врет и так далее, я вот как бы не хочу ей отдавать деньги. Ну и вот потом уже будем думать, куда эти деньги направить, потому что эти деньги, которые ты собрал, я вот точно не знаю сколько, допустим, хоть там будет 20 тысяч, 30 тысяч, эти деньги люди собрали для нее. Я так думаю, что большинство скинули деньги таджики. Поэтому, братан, будь справедлив, просто сделай, вот если хочешь сделать добро, сделай это. Свяжись с ее братом, с младшим братом. Если ты хочешь, я тебе достану его номер, его родного брата. Плюс я тебе могу достать номер других ее родственников. Еще кое-что, я тебе уже написал в Telegram, ты не отвечаешь, поэтому я решил сделать этот ролик. А так бы я с тобой лично бы пообщался, чтобы, просто ты не отвечаешь, братан, как бы больше нет вариантов. Я к тебе лично отношусь хорошо, поэтому все таджики тебя уважают. Я так, то есть, посмотрел, многие твои ролики смотрят также узбеки и таджики, они тебя уважают, просто не порть вот это отношение, и все. Спасибо. Я надеюсь, что ты сделаешь все правильно.